Хочешь звучать на татарском солидно и интеллигентно? Тогда используй частицы, заимствованные из арабского. Например, «факат» означает «только». Какая девушка устоит перед «факат синин турында минем барлык уйларым»? Антарктида вырастает инде. Потому что все это частицы выделения. Типа выделяешь одно среди других. Из них можно комбо делать, чтобы усиливать эффект. «Факат бартик синин турында минем барлык уйларым». Да-да, как четверной халяльный бургер получается. Только не переусердствуй с комбо, а то обратный эффект будет. Другая частица из арабского «нек» означает что-то типа «точно». Только если используешь «нек», важно сделать акцент на «к». Потренируйся. «К». «К». «Нек». Как будто кошка комок шерсти проглотила. «Нек». «Некшул». Именно этот. Если в пятерочке спросят «вам большой пакет?», сразу высокомерно отвечаешь «накшунусын», потому что в этой жизни ты можешь позволить себе все. Еще для высокоранговой экспрессии попробуй лябаса. Колбаса туга, лябаса. Частица такая, ничего не значит, но усиливает любое утверждение. Да-да, как эликсир в Астериксе. Но там мускулы усиливает, а здесь утверждение. Будь внимательнее. Например, «козылык колбасадан тәмлерек лябаса». Чувствуешь уверенность в словах? Потому что лябаса – это одна из усиливающих частиц. Их тоже можно наслаивать и делать фаталити. В противовес есть частица для сомневающихся. Тебе они не нужны, потому что татары не сомневаются. Они без этого вот. Барама, юкма, хиш бельмага, нияе, ниюк тугель, шулайбламни, Хотя вот один случай есть, когда хищ усиливает отказ. Если спросит денег долг, сразу скажи «акшам хищ юк». Сразу четко, статусно, не подкопаешься. Это не все частицы, есть еще много, но пока эти выучи. И будешь импозантным и величественным. Ладно, был факат шуларгна, и сам был.